Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мордовский блок новостей» или второе название «Эхо Мордовии». Петр Николаевич Тултаев открывает, как всегда, нашу программу своим девизом «Пока мы будем безучастными, мало что изменится». Герой нашей программы, который будет комментировать новости и жизнь Мордовии за апрель-май, Виктор Борисович Махаев, искусствовед. Первый вопрос. Виктор Борисович, значит, недавно стало известно о событии, что около собора на улице Большевистской стоит здание вроде бы 1914 года, вроде бы бывший радиоузел, и на первом этаже кафе вместо окна сделало врез для входной двери. Как вы это оцениваете? Можно ли так? Или ничего особенного? Главное, чтобы... Ничего особенного. Дело в том, что здание уже многократно перестраивалось, и такая мелочь уже ничего не значит. А в Европе отношения это стандартное? Если расширили окно, это не является нарушением? Нет. В цивилизованных европейских странах, там, где очень жесткий закон, вот, там такое недопустимо. Но это правильно, вот такая жесткость? Или пусть лучше будет более для удобства, можно идти на уступки? Какой баланс? Нет, дело в том, что есть здания, которые имеют статус памятника. Вот по отношению к ним очень жестко закон действует. Есть другие здания, которые не являются памятниками. Вот по отношению к ним закон очень такой либеральный. Вот и все. Только надо доказать, что это здание является памятником. И тогда там должны выполняться очень жесткие требования. Вот и все. Вот месяц назад где-то Нотр-Дам в Париже горел. И как вы считаете, какую мы гарантию можем... Как мы можем гарантировать сохранность наших церквей и храмов, в общем, зданий, в том числе 17-18 века, если ими управляют конфессии, которые не профессионалы в области пожарной безопасности, безопасности от вандалов? Можем ли мы им доверять вот такие ценности цивилизации? Ну, они как собственники должны гарантировать сохранность, пожарную безопасность таких зданий, только всего и больше ничего. Они просто должны обращаться в этом случае к пожарникам и другим службам соответствующим, которые спасают здание от пожара, от наводнения, от молнии, от всего чего угодно. Ну, наверное, ответственность за это, как сказать, обязательства настолько формально и минимальна, что, наверное, они, как правило, не больно беспокоятся за сохранность, как видно даже по Европе. Там и тоже католическая церковь, наверное, управляла этим. Но это очень редкий случай, который произошел в Париже. Вот. Нельзя ориентироваться на такие вот уникальные случаи, очень редкие. Вот. А надо смотреть на систему, которая сложилась в Европе и у нас сложилась. Вот. Но собственник отвечает за сохранность этого здания, кем бы он ни был. Вот и все. Вот у вас есть уверенность в том, что Краеведческий музей, Трехсвятительская церковь на улице Московская, которая теперь уже даже фактически принадлежит церкви, во время реставрации она не будет разрушена? Ну, разрушить ее не так-то просто, кстати говоря. Она, может быть, там где-то будет повреждена. Рухнет колокольня, допустим, вниз. Нет, колокольни там еще нету. Ее надо восстанавливать. Ну, до такого не дойдет, наверное. Какие-то... Купол, в смысле, не колокольня. Ну и купол тоже не упадет. Какие-то мелочи там могут быть восстановлены, ну, не так научно, что ли. Вот такое может быть, но это мелочи. А в целом, думаю, ничего серьезного там не произойдет. Какой-то большой сложности там нету. Нужно снять наслоение советского времени, потому что здание окружает по периметру разные пристрои. И нужно восстановить колокольню. Но это не так сложно. А когда колокольню установят, значит, это залезет на территорию проезжей части? Или... Нет, почему? Нет? Все там уместится. Уместится? Конечно. Крыльцо было вместо там, крыльца, где да? находится сейчас вход. Недавно правительство сообщило, что на Химаше будут возводить новый микрорайон. И уже в проект микрорайона включен строительство храма. Как вы считаете, это обязательный объект для возведения новых микрорайонов? Или это уже конфессиональная такая, можно сказать, насильственная избыточность? Ну, сейчас такой переходный период в этом отношении. С одной стороны, еще такие советские нормы на микрорайоны действуют. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы решился другой вопрос, парковки, чтобы решились. Не по-советски, а по-современному. Чтобы
личный автотранспорт был не во дворах, а чтобы он был между зданиями в многоэтажных стоянках, как делается в Москве и ряде других крупнейших городов. Вот тогда это будет очень хорошее решение, и тогда многие вопросы будут сняты. Вот. Вопрос с храмом микрорайоном должен решаться на каком-то таком собрании всех жильцов, потому что они заказчики этой архитектуры, они заказчики этих функций, они заказчики этих зданий. Ну, понятно, что школа должна быть в обязательной доступности, детский сад должен быть в пешеходной доступности. Все это по нормам пока еще проектируется, по советским. Вот, конечно, все проголосуют за эти здания. Вот, ну, торговля сама появится, сами понимаете. Вот. А насчет храма должно быть решение коллективное, только так. И никак не по-другому. Вот недавно вначале Андрей Кураев сообщил, ну хотя и до него руководство церкви сообщило, а потом патриарх Кирилл сообщил, что в среднем каждый день возводится по 3 церкви или храма. До этого был рекорд, вот только прошу не обижаться православных, Магнит и Пятерочка. Они открывали 1,5-2 магазина в день. Но на них были налоги, а здесь, получается, есть учреждения, которые, как сказать, разделяют такие благородные цели для тех, кто в это верует. И вот такая производительность, она не слишком они вот разогнались, как вы считаете? Или если есть спрос среди православного общества, то это... Ну, надо спросить у общества, требуется ли такое количество, требуется ли в этих местах такие учреждения. Если не проголосуют за, то, конечно. Ну, если не проголосуют нет, то надо дать задний ход. Только всего. Надо знать мнение людей. А это как? можно выяснить на референдуме, на опросе, где угодно, на собрании жильцов и так далее. Все это, в общем-то, не так сложно. Кстати говоря, в Европе вот такая обратная связь с населением давным-давно уже является правилом, наверное, с начала 60-х годов. Вот такие вот объекты, ну, которые затрагивают жизнедеятельность большинства жителей, их судьба обсуждается на разного рода собраниях, встречах с населением, проектировщиков, городской власти, девелоперов, застройщиков. Вот, они обсуждают все это. Нужен детский сад, какая должна быть школа, должен ли быть храм. Конечно, вопрос с храмом обсуждается. Тут других решений просто не может быть. Смотрите, какая у нас интересная тенденция обнаружилась на стройплощадках. У нас, оказывается, раз в 2 года падают огромные краны. 29 апреля на улице Севастопольской свалился огромный автомобильный кран, а 2 года назад примерно в том же месте башенный кран. Это же когда-то может привести к ЧП, к смертям, если он упадет на какое-то здание. Бывает. Принести вам телефон? Не надо. Угу. Бывает такое, конечно. Надо, пока не поздно как-то это... Нет, есть службы, которые занимаются мониторингом этих конструкций. Вот. Они выдают документ, разрешающий на работу этого крана. И если такая тенденция раз в 2 года, это о чем говорит? Ну, это плохо. Значит, как мы будем исправлять это? Ну, их наказывают, строителей. Потому что без документа кран не может работать. Ни в коем случае. А вы знаете, в случае в России или в мире, когда эти краны, башни строительные, падают на жилые дома и на... Бывает. Бывает. То есть это опасная вещь? Ну, да? конструкция есть конструкция. Они могут в каком-то плохом состоянии оказаться, или человеческий фактор тут может включиться по-разному. Но это, в принципе, бывает такое. 1 апреля и 29 мая Петр Николаевич в публичных выступлениях 2 раза подтвердил свое намерение, уже многолетнее, сносить старые металлические гаражи и сараи, на которых нет правоустанавливающих документов. То есть люди этим пользовались, они чувствовали от своей собственности, хотя не легализовали. Но в то же время это часто бывает неухоженно, отвратительно выглядит, замусоривает центр города. То есть такая палка о 2 концах. Как правильно ее решать? Справедливо? Нет, тут все ясно, нужно вычищать. Есть какие-то требуются временные постройки во дворах или же места хранения, то это надо решать вопрос. Но в принципе это какой-то вопрос такой дизайнерский. То, что сейчас есть, это нельзя сохранять ни в коем случае. Осенью прошлого года и в апреле этого года
в Большеберезняковском, Краснослободском, Рузаевском районах проходили референдумы о самообложении. Там от 100 до 350 рублей жильцы голосовали за то, чтобы с них взяли на ремонт кладбищ, ремонт памятников воинов войны, ремонт дорог, приобретение игровых комплексов для детей. Но только в одном населенном пункте, где 350 рублей предлагалось с них взимать, жильцы большинство проголосовало против. Как вы относитесь к такого рода референдумам? Ну, проводить-то нужно такие вот опросы, референдумы, почему бы нет? О дополнительном налогообложении, Ну, получается. по всем вопросам можно спрашивать людей. Как это решится, тут трудно сказать. Но спрашивать надо, потому что должна быть информация о том, что думают люди, как они считают, что они способны сделать. Вот тут сообщается, что из независимых наблюдателей был допущен только один человек, и что может, как сказать, сомнения вызвать в честности результатов этих референдумов. Вы в целом доверяете, что больше там, 50 пришли и больше 50 за? Ну, трудно сказать. Потому что вы сами не Нет. участвовали в наблюдении. Нет, сказать трудно, тут всякое может быть. Не всегда человек, который отвечает на какой-то вопрос, он отвечает как бы от сердца своего или по какому-то размышлению. Бывает по-разному ответ складывается. Иногда под влиянием минуты или там какой-то агитации. Бывает такое. Ну вот у нас 6 лет первым заместителем города Саранска был Алексей Владимирович Егорычев. В том числе он отвечал за ЖКХ Саранска. И вот 22 апреля новый первый зам главы Игорь Николаевич Бутяйкин. И вопрос такой, давайте подведем итоги 6-летнего руководства предыдущего, ответственного за ЖКХ в Саранске, и дадим пожелание новому, в чем, может быть, улучшить ситуацию. Но эта ситуация очень плохая по стране вообще, так что наш регион не является исключением здесь, не выделяется совершенно. Ну, город выглядит более-менее ничего, чистым, таким даже ухоженным, аккуратным. Это уже хорошо, потому что далеко не все города выглядят. Вот. То, что находится внутри зданий, ну, зачастую не вызывает оптимизма, конечно. Подъезды. Подъезды, крыши, конструкции, подвалы и так далее. Лифты. А газоснабжение, отопление, водоснабжение и так далее? Ну, то же самое. Вся инженерная система, конечно, она Значит, неудовлетворительная, разумеется. капитальный ремонт всего города требуется, да, получается? Ну, не города, но зданий многих, конечно. А что дешевле, здание сносить или на его месте, или его ремонтировать раз в несколько десятилетий? Или что правильно? Во-первых, нужно его хорошо построить. Угу. Вот это самое главное. Чтобы потом не ремонтировать постоянно. У нас ведь как? У нас строят плохо, потом еще не ремонтировать. Вот это, конечно, усугубляет очень серьезно все проблемы. И обслуживать надо качественно. Ну, конечно, Чтобы- да. Вот сегодня читал книгу о церкви в 20 веке на территории Мордовии. Там сообщался случай, когда в конце 30-х годов, когда вокруг репрессий, около 500 жителей Саранска, православных, обратились в Москву как сказать, с жалобой, что Иоанна Богословскую церковь около улицы Советской и Демократической предлагают снести. Городской совет проголосовал, что это здание в аварийном состоянии, скоро оно разрушится и жильцы пострадают, и поэтому, чтобы спасти людей, мы предлагаем снести и построить капитальное строение. Но что интересно, тогда вот отстояли, во-первых, они не забоялись, в отличие все-таки от современного населения Мордовии, которое не наберется даже там нескольких десятков человек, чтобы спасти какое-то здание историческое. А во-вторых, то, что здания в основном советские, на которые хотели заменить эту церковь, давно уже снесены, а это здание 18 века, оно до сих пор стоит, и, наверное, без ремонта стоит, да? Просто так качественно, монументально. Нет, ремонт построено. был, конечно. Не раз скажу, что не ремонтировали. Вот. Но все-таки это памятник. И к нему отношение особое всегда было. Потом сообщалось, что там был архив НКВД несколько Ну, десятилетий. организации разные были, да, разные. А потом епархия руководителя. Но, во-первых, здание Мордовии. невысокое, стены очень толстые. Да. И фундамент относительно надежный. Поэтому у него устойчивость такая гарантированная.
Вот, так что каких-то больших проблем там никогда не было. А если мы будем ухаживать за ним, сколько оно еще в столетии простоит? Но смотря как. Можно ведь сделать очень серьезную реконструкцию. Можно обновить фундаменты, многократно укрепив их. Можно стены также укрепить, все несущие конструкции. И оно еще будет стоять несколько столетий. А вы часто в своих лекциях приводите примеры из других городов и даже стран. А вот наша, допустим, Иоанна Богословская церковь, она стандартное произведение архитектуры для России? Или какая-то все-таки есть, может, какая-то уникальность есть? Для нашего региона уникальность, потому что это самое старое здание города и республики, наверное. Ну, наверное, более старого нет у нас здания. Тем более, которое так хорошо выглядит все-таки. Вот. Что касается архитектуры, это такая, ну, в общем-то, типовая схема пятиглавого здания с таким с декором, таким вот 17 века. Вот. Это здание похоже на многие другие здания того времени, построенные в нашем регионе, в Среднем Поволжье, и севернее, и восточнее, западнее. Таких довольно много было зданий построено. Вот. Но для нас это, конечно, уникальное. Потому что единственное у нас. Вот я такого рода здания стал ценить только уже ближе к 30 годам, но все равно рационально, эмоционально понимаю, что это надо сохранять, ценить, но вот рационально все равно не понимаю, для чего именно, вот если коротко объяснить, для чего нам сохранять такие здания? Для чего сохранить памятники? Да. Ну, потому что это самая главная городская ценность, которая сохранилась в памятниках истории, архитектуры и культуры. Это тот фонд, который надо всегда охранять и беречь. Но дело в том, что в городе очень много всяких зданий, сооружений и так далее. Вот. Но какая-то часть из них должна быть оставлена, потому что она имеет очень большую ценность. Такие здания называются памятниками. Мы должны их выявить и сохранять в течение столетий, может быть. Все остальное – это такие рядовые здания, сооружения, которые свой век должны отслужить и исчезнуть, потому что они не представляют какой-то большой культурной ценности, художественной ценности, архитектурной, композиционной, ну и так далее. Вот это такая рядовая застройка. Люди пользуются ими, потом, после какого-то времени, перестают пользоваться. Хрущевки, например, да? Ну, любые здания, в принципе, общественные, жилые здания, производственные, промышленные, транспортные, могут исчезнуть, которые отслужили свой срок. Хорошо поработали, и потом они уже не нужны. Такие здания, конечно, сносятся или перестраиваются. Вот. А вот какая-то часть застройки особо ценной, или это какие-то городские символы, или это святыни какие-то городские, местные, региональные, вот. Или здание, которое отличается архитектурой какой-то необыкновенной, качественной, замечательной. Вот. Все это мы относим к памятникам, которые мы обязаны сохранить. Если памятников у нас не будет, то у нас будет только рядовая застройка, очень унылая, неинтересная. Ну, тогда это будет не город уже, а какое-то поселение, абсолютно неинтересное никому. 7 ноября 2016 года бывший глава МЧС Мордовии Вячеслав Юрьевич Кормильцин был назначен руководителем Рузаевского муниципального района. Через 2 недели он сменил руководителя Рузаевки, поставил Валерия Николаевича Родионова, руководителя одного из подразделений МЧС Мордовии. А вот в марте этого года первый зам главы Рузаевки был отправлен в отставку, и вместо него в апреле был назначен Александр Николаевич Киселев. Но вот новость в том, что руководитель района генерал, он назначил полковника, и вот сейчас в апреле назначает бывшего лейтенанта ГИБДД. Есть ли какие-то риски в том, когда мы руководителям исполнительной власти назначаем силовиков? Я бы не сказал, что это какая-то тенденция. Нет. Ну, просто, может быть, совпадение или еще что-то. Но так, чтобы это была какая-то такая государственная тенденция, я бы не сказал. Вот. Если они на этом участке будут хорошо работать, ну, эффективно так и достойно себя вести, то почему бы нет? Всякое может быть. Мы знаем и довольно крупных таких вот военных, которые перешли на государственную службу, стали политиками,
такими очень крупными деятелями, которые немало хорошего сделали для страны, поэтому ничего такого отрицательного тенденции я пока не Лебедь вижу. управлял, Шаманов управлял Ульяновской областью. Да, они были губернаторами и занимали другие должности очень высокие, так что достойно. 14 марта в Москве проходила коллегия Федеральной службы судебных приставов, и было объявлено, что по итогам прошлого года из 83 территориальных управлений Мордовское управление заняло второе место, серебряную медаль заняла. 1,5 миллиарда взыскало в прошлом году в бюджет, в том числе 0,5 миллиарда бюджет Мордовии. Но, может быть, по многим показателям оценивалось качество работы, а вы лично, наверное, вряд ли большинство людей сталкивалось с работой службы судебных приставов, но, может быть, вы в курсе, как бы сами оценили работу этого ведомства? Я не сталкивался, поэтому ничего не могу сказать конкретно, но трудно сказать. Я тоже не сталкивался. Но на всякий случай вдруг. 7 мая Центральный банк России опубликовал пресс-релиз о том, что Мордовпромстройбанк присоединяется к Активбанку. Столица С сообщила, что по ее информации оба банка контролируются семьей Меркушкиных. Вопрос такой: как вы оцениваете состояние банковской системы Мордовии? Кредиты, депозиты, оплата ЖКХ, ипотека и так далее. Ну, Каких я услуг? не финансовый работник, поэтому я не могу ее оценить. Как клиент банков. Тоже рядовой совершенно, поэтому А почему вы не берете кредиты? Есть какой-то да, блок на это? пока нет, не нужны никакие кредиты. Любите жить посредством, да? Нет, У нас республика, если подбирать новости, регулярно идут встречи высших руководящих лиц с представителями других стран по поводу инвестиций, по поводу товарообмена, по поводу такого культурного обмена и с Китаем, и с Белоруссией, и с Венгрией, и с Ираном, с Персидским заливом, и с Белоруссией. Вот вы и вот корейская была, северокорейская выставка. Как вы считаете, вот как бы вы оценили эффективность международной политики нашей республики? Такой. Ну, то, что связи налаживаются хорошо, но желательно, чтобы какой-то результат еще был экономический, конечно же. Вот нас... Но только и всего, чтобы сюда приходили деньги, чтобы сюда приходили технологии, чтобы здесь было организовано производство, чтобы производство начинало работать, приносило прибыль, пусть это будет совместное предприятие или там какое-то другое предприятие. Тут все ясно. У нас Чтобы это развивалось. примерно 10% внешнеторгового оборота с Белоруссией, примерно 20% с Китаем. Какие-нибудь опасности от взаимодействия с Китаем есть, или это правильное направление, вот именно лучше с Китаем развиваться, чем с Европой, как нам советует федеральная власть? Надо со всеми сотрудничать и контактировать, и торговать тоже, конечно. Ну, должна быть какая-то выгода, наверное, какой-то расчет должен быть, но Китай нисколько не хуже других стран совершенно. Вы присутствовали на выставке «Искусство Корейской Народно-Демократической Республики», да? Конечно. Да, и на фотографиях вы попались. Как вы оцените, там, конечно, лучшие образцы? Как вам этот вид искусства? Что вы, может быть, какие-то оригинальные мысли у вас есть? А то она уехала и... Ну, она куда в другой город уехала, потому что передвижная выставка. Ага. Они перемещаются по России, по разным музеям, по городам и выставляют, продают свои произведения, какую-то прибыль получают, показывают вот свое искусство, рассказывают о своей стране немножко. Но это такая довольно странная страна, и люди такие довольно странные, искусство тоже довольно странное. Но тигр красивый. Ну, не хочу, конечно, никого обидеть, но бывают такие люди нелюдимые люди, которые вот как-то боятся других людей, и заперти вот живут, и как бы ни с кем не хотят общаться по каким-то причинам. И вот такая вот страна нелюдимая, которая не хочет, не умеет ни с кем общаться, и как-то очень странно себя ведет, как будто вот как из какого-то такого коммунистического прошлого, что ли. Ну, понять-то, в принципе, можно, вот, но непонятно, что будет дальше с этой страной, с этими людьми, потому что Корея – это одна из древнейших культур Дальнего Востока, там потрясающий ландшафт и история,
искусство. Вот. Но как будто бы все это в прошлом, кажется, или в настоящем есть. Вот это как-то мы не очень хорошо знаем. А то, что там было показано, такая вот вышивка декоративная, она поразила техникой виртуозной и материалами, честно говоря. Вот эти нитки, которые блестят прямо, переливаются, как экран компьютера такой, какой-то современный. Это, конечно, очень интересно. Вот. Но это по технологии, а по сюжету, по теме и по содержанию это абсолютно пустые произведения, потому что они напоминают наши календари. Какие-то календари или такие очень примитивные плакаты, может быть, даже такие детские какие-то плакаты. Вот. И это вызывает какие-то мысли, что навыки вот такого декоративного искусства у них остались, которым, может быть, там сотни лет. Вот. Но они не умеют, не могут, может быть, даже права не имеют какие-то свои ощущения человеческие выразить вот в этих произведениях. Они вот по таким странным шаблонам работают, которые, видимо, как бы вот утверждены, спустили там откуда-то сверху, цензурированы. И вот, пожалуйста, вот только вот по этому рисунку ты можешь вышить свое панно. Вот. Это, конечно, очень сильно так вот производит впечатление, что техника великолепно виртуозная, а содержание нулевое. И то, что очень яркие работы, как будто говорит о том, что эти люди живут в такой вот какой-то серости, в такой нищете, что они своими произведениями должны как бы возбудить себя, как бы воодушевить себя хоть чем-то, хотя бы такими вот яркими красками. Настолько там, наверное, беспросветно все, что им вот эти пятна требуется сделать. Вот такие ощущения. Ну, там еще книжки продавали, довольно смешные для нас. Цитатники Киммерсена и так далее. Вот. Ну, это, конечно, из какого-то такого сталинского времени вся эта литература. То есть она совершенно не отражает реальную жизнь человеческую. Это настолько отлакированные какие-то вот такие вещи, что какие-то искусственные, совсем искусственные. Сделанные по шаблонам идеологическим, конечно, политическим. Но это такая очень странная страна, конечно. И что там будет, неизвестно. Я подозреваю, что лет через 7-10 она все-таки как-то раскроется, так вот по-современному раскроется. Вот. И в течение следующих 25 лет там художники будут вспоминать вот это свое тяжелое прошлое и когда анализировать его. Это такая будет тяжелая художественная рефлексия, как вот в Западной Германии после Второй мировой войны была такая тяжелая рефлексия фашистского прошлого. Вот. В Советском Союзе такая рефлексия была в 60-е годы. В годы перестройки тоже была. Но не такая тяжелая, как в Германии. В Китае не было такой рефлексии вообще. Там как-то решили не особенно об этом думать, а просто дальше идти. Там на площади подавили представителей этой вот, и так все и задавили. Вот. А в Корее может такая рефлексия случиться, очень болезненная. Но получится, что кто-то свое тоталитарное прошлое как бы обдумал, прочувствовал в 50-е годы, как немцы, кто-то в 60-е годы, как мы, а кто-то в 2020-е годы, как корейцы. Это будет разнесено во времени, очень странно. Вот какие мысли у меня возникли, когда я был на корейской выставке. Вот такое. Да. Очень странное. Спасибо. 9 апреля пресс-конференция была военного комиссара Мордовии Игоря Валерьевича Тихомирова. Но он, конечно, сказал, что дедовщины и неустанных отношений не сталкиваются сейчас в армии. Кроме того, сообщил цифры, что всего призвали более 1000 призывников из Мордовии, показатель годности более 80%, альтернативную службу пошел 1 человек, на контракт 53 человека, 600 уклонистов и тех, кого не удалось оповестить. Мы, по-моему, тем обсуждали, но повтори не мать учения. Как вы к призывной армии относитесь? К призывной кампании? Армии в целом.
срочной службы? Ну, трудно сказать. Не категорично против. Нет, трудно сказать. Дело в том, что сейчас вот, наверное, таких больших каких-то человеческих проблем гуманитарных в нашей армии нет, как это было в 80-е годы, в 90-е годы, такие совсем кошмарные случаи. И вот такого развала в гарнизонных городках и в частях, наверное, как в 90-е годы, такого уже нету, слава Богу. То есть как-то дело выправилось. Вот. Но как это будет вот дальше выглядеть, сказать трудно. Какая часть будет у нас такая по призыву, какая часть будет профессиональная, в каком это будет у нас, в каких долях. Это должны специалисты сказать. Вот. Ну, я помню, как я учился на военной кафедре, у меня тогда были, конечно, не очень такие приятные ощущения, когда я ходил на военную подготовку. Но я сейчас вспоминаю, насколько там были интеллигентные, профессионально подготовленные специалисты среди военных. Но это были все такие вот очень замечательные ребята, инженерно подкованные и, в общем-то, очень неплохие люди. Я сейчас вспоминаю с таким очень теплым чувством. Стокгольмский синдром у вас вообще, да? Нет? Нет. Ладно. 27 марта Владимир Дмитриевич Волков сообщил в ежегодном послании, что продолжительность жизни за 5 лет выросла на 3 года, но все равно по показателю смертности Мордовия хуже среднего российского. А 9 апреля статистическое ведомство Мордовии сообщило, что старше 90 лет в Мордовии 4,5 тысячи человек, 4 тысячи из них женщины, а свыше 100 лет почти 150 человек. Как вы относитесь вот к этой проблеме продолжительности жизни? Дальше мы обсудим несколько факторов, влияющих на это. Ну, население очень стареет, и в развитых странах, в России тоже, и получится, что у нас будет через 10-15 лет немножко детей, очень много стариков и небольшое количество людей в трудоспособном возрасте. В связи с тем, что очень много будет стариков, потребуются больницы, поликлиники, врачи, социальное обслуживание, конечно же, потому что уровень жизни у нас невысок, и, к сожалению, вот такая картина, наверное, будет в обществе. И едва ли будет повышаться продолжительность жизни. В связи с тем, что питание не важно, экология плохая, и такой всеобщий стресс, то не думаю, что будет повышаться продолжительность жизни. А когда мы ставим приоритет здравоохранения, когда у нас часть населения большая болеет, это значит, что мы в бюджете отнимаем деньги от развития, то есть от финансирования. Как вот этот баланс соблюсти между разными поколениями в бюджете? Ну, что же сделаешь? Что же делать, что люди будут болеть? Надо как-то поддерживать их. Это будут, да, такие пожилые люди, довольно больное будет население. Раз будут преобладать пенсионеры, пожилые люди, то будут преобладать больные люди у нас. С этим нужно будет смириться, как-то это все выправлять. Медицина должна быть хорошая. 19 апреля в Общественной палате прошли слушания по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг Саранска. Выяснилось, что у нас в Саранске выполняются нормативы Всемирной организации здравоохранения по растительности. По городской растительности у нас в 2 раза выше нормы, по пригородной в 3 раза выше нормы. И вот экологи предлагают пригородные леса Саранска соединить аллеями с жилыми районами Саранска. И вот прецедент. 30 мая, вернее, инцидент. Из пригородного леса в центр Саранска прибежал лосенок, покупался в водоеме около стадиона «Старт» и убежал в свою среду обитания. Как вы к этой идее с аллеями? Но это можно сделать, это вообще во всех генеральных планах было. И в советских, и в постсоветских. Везде вот такие связи, пригородные зеленые зоны и городских зеленых участков, они... Все это было проработано довольно серьезно. Ну, конечно, так должно быть. Единственное, хочу сказать, что по количеству зелени у нас нормально все обстоит, да, на одного человека, жителя. Вот. Но по ее качеству, качество зелени,
У нас, конечно, дело не очень хорошо обстоит, потому что зачастую это стихийно выросшие, такие заросшие участки. Я где-то в конце апреля приезжал вот, по лесопаркам, смотрел, что там творится. Это просто бурелом. Он виден, когда нет листвы. Сейчас все заросло и смотрится неплохо. Вот. На самом деле это поваленные стволы, ветки обрубленные, кустарник поломанный. Труднопроходимая территория просто-напросто. То есть как там дорожки провести, какие-то тропинки, площадки сделать, поставить беседки, скамейки, как там лыжню провести, я просто не представляю. То есть там просто какие-то непроходимые участки. В конце апреля сообщили, что Киномакс Победа сносят, и уже полгода там не ведутся сеансы. Какие у вас воспоминания с этим Победой? Довольно странный, потому что был кинотеатр «Победа», он был такой советский типовой, потом почему-то его снесли, не знаю по какой причине, может быть ввиду аварийности, построили какой-то странный сарай, не знаю, чем он был лучше, но внешне он был хуже уже того капитального здания. Ну, насчет качества кинопроекции не могу сказать, пару раз туда заходил, вот, но, по-моему, очень странная была такая история, замена одного здания плохого на другое плохое здание. Что там сейчас будет, трудно сказать. Ну, место такое ключевое, конечно, в центре города. Там площадь такая должна быть посередине проспекта Ленина, такая полноценная. Сейчас там не площадь, какой-то такой карман. Вот. Ну, будет там кинотеатр, конечно, особый вопрос, потому что сейчас эти учреждения, они как-то странно функционируют в городе. Скорее всего, нет. Последние два вопроса. Вот недавно рыба в Инсаре, в Саранке, умерла ее и из-за непонятной какой причины, или жары, или потом около комбината Тепличный в пруду тонны рыбы выбросились на берег, тоже непонятно из-за химикатов или просто каких-то весенних явлений. На ржавую воду вот у нас жалобы поступили в городадминистрацию. Как вы качество воды у нас оцениваете? Ну, оно, конечно, очень низкое. Водопроводная вода очень плохого качества. Вредно? Это видно даже невооруженным глазом, это видно. Вот, что касается вот этих инцидентов в наших речках, да, видимо, какая-то авария произошла, прорыв канализации или еще что-то, это было видно, чувствовалось, конечно. И то, что там живность погибла, это факт. Это, конечно, очень плохо. 20 мая в своей инаугурационной речи президент Украины Владимир Александрович Зеленский обратился ко всем украинцам в мире. Нас 65 миллионов, вы нам очень нужны. Привезите, пожалуйста, нам ваши знания, опыт и ментальные ценности. И Владимир Дмитриевич Волков 27 марта в послании к Госсобранию тоже отметил миграционную убыль как важнейшую проблему. Тоже минут 10 эту тему обсуждал, ставил задачи, как преодолеть. Как вы считаете, это правильная вообще задача, реализуемая со всей концов России, возвращать тех, кто родился здесь, или кто по национальности, может, близок к тем, кто... Или пусть живут там, где мы им хорошо, не нужно их искусственно сюда. Ну, это же призывы политиков, они Демагогия? большой деятельности не имеют. Человек живет там, где есть работа, где есть жилье, где ему хочется жить, где он может выучить детей, ну и так далее, где карьера у него сложится, семейная жизнь и прочее. Вот это по-разному случается. В принципе, уже сейчас государственные границы как-то они не так являются препятствиями, как в советское время. Вот, поэтому люди ведут себя совершенно по-другому. И какими-то призывами вернуть их, конечно, нельзя. Никуда. Уважаемые телезрители, новости Мордовии за апрель-май комментировал председатель Мордовского регионального отделения ИКОМОС, искусствовед Виктор Борисович Махаев. Спасибо вам большое, Виктор Борисович.